Северная Осетия – это завораживающие горы и устремленные к небу фамильные башни. Это старинные обычаи и знаменитое гостеприимство. Сердце Северного Кавказа – край, который хочется исследовать, слушать, пробовать на вкус. И все равно будет мало. Куда бы вы ни отправились, в горные села или современный Владикавказ, пышущие жаром пироги уже ждут вас. Именно поэтому наш телеканал запускает уникальный проект, который дает возможность попробовать Осетию на вкус. 8 районов, 8 уникальных рецептов, 8 секретов, которые мы надежно спрячем в нашей шкатулке. Оставайтесь с нами, вместе мы соберем идеальный пирог. Ну что, мы начинаем наше увлекательное путешествие в поисках идеального пирога. И я решила начать с самой дальней точки нашей республики, с Моздокского района. Это житница Северной Осетии, изобильный край, где живет множество национальностей. И я думаю, что именно здесь мы найдем тот самый идеальный рецепт идеального пирога. Начнем. Моздок гораздо старше Владикавказа и ведет свою историю с 1763 года. Долгое время, вплоть до середины XIX века, город играл заметную роль в истории Северного Кавказа. Здесь находились многие административные и военные учреждения. Была масса купеческих домов, церкви и училища. Мое впечатление об этом городе не было бы полным без Моздокского музея краеведения. Я узнала, что первый в мире керосиновый завод был построен именно здесь, братьями Дубиниными. Открытие даже запатентовали в Европе. А старший из братьев Василий был избран почетным академиком Российской академии наук. Гуляя по улицам Моздока, несложно представить, как по ним ходили известные во все времена люди. Емельян Пугачев, Александр Суворов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, да и на самом деле известных имен очень много. Солнечный Моздок меня очаровал, но пора бы мне остановиться и вспомнить, зачем я сюда приехала. Ах да, пироги. В Моздоке есть два издания. Это «Время события. Документы» и «Моздокский вестник». Здесь мне посоветовали отправиться в станицу Новоосетинская. Именно там готовят каким-то особым способом осетинские пироги. Я думаю, нам просто необходимо узнать, каким. Ну что, вот мы и приехали в казачью станицу Новоосетинская, которая более 200 лет. И сейчас мы находимся в самом центре станицы, в самом сердце. Это храм Николая Чудотворца, возведенный в 20 веке и выполненный в византийском стиле. А прямо напротив находится дом поэта Блажка Гуржибекова. И, кстати, не только этим славится станица. По слухам, местные хозяйки готовят пироги по старинным рецептам. Станица Новоосетинская была основана в начале XIX века выходцами из Дегорского ущелья. Спустя 10 лет за храбрость и мужество их жители были удостоены высокой чести и вошли в состав Терского казачьего войска. Казаки-осетины станицы верой и правдой служили в рядах как русской, так и Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Подошла к дому Габеевых. Здесь мне пообещали научить особому рецепту. И сейчас я попробую приготовить пироги вместе с хозяйкой этого дома. Нас пригласили в дом Габеевых. Лариса Павловна согласилась поделиться рецептом пирога. Здравствуйте, Лариса Павловна. Спасибо вам большое. Расскажите, пожалуйста, какой пирог мы сегодня будем готовить? Вообще, осетинский пирог это делается с сыра. Ну и захараджин-то бывают, ну разные пироги, фетчента, ну, да. А вообще с сыром пироги. То есть начнем с традиционного, да, самого? Да, да. С чего нужно начать? С чего начинать? Надо нам сперва сделать сыр. Так. Сыр делается так. Мы подогрели молочко. Теперь берем вот половничек в ручки. Так, это закваска у нас. И мы заливаем в молоко. Да. И перемешиваем. Перемешиваем, хорошо перемешиваем. Хорошо перемешиваем. И ставим и ждем, когда
заквасится сыр. Ага. И сколько нужно ждать? Ну, как заквасится. Так, тогда мы его откладываем пока. Откладываем, да. И мы делаем тесто. Что нам нужно? Нужно нам муку. Просеяли муку. Соль сюда добавляем. Так, соль. Вот это соль. Соль. Сколько мы добавляем? Ну, вот так, шипоточку. Нет, побольше. Побольше, большую шипотку. Еще, так, еще. 2 щепотки. Да, даже можно так не делать. Еще. Еще. Ну, хватит, чтобы соленый не получилось. Так. Потом берем дрожжи и ложечку дрожжей. Ложечку столовую. Чтобы быстрее заквасилось. Так. Все, и сахарку туда. Сахар тоже пол-ложки. Пол-ложечки. А для чего нужен сахар? Хорошо поднимается. Так, сахар есть, что дальше? Соль. Больше ничего. Теперь берем водичку. Водичку. И наливаем. И перемешиваем. Все, сюда перекладываем вот это все тесто. Вот это тесто, которое мы замесили. Да. Вот теперь его все вот так, вот так, вот так вот. Вот хорошо ее вот мешаем, мешаем, делаем. Не сильно надо, просто вот, чтобы оно это... Так, давайте я вам предоставлю возможность. Хорошо. Потому что, боюсь, у меня не получится. О. Так, тесто готово. Да. А теперь нужно взять вот чашечку и вот масло чуть-чуть, капельку размешать. Все. Для чего нам нужно масло? Чтобы не прилипало. Так, смазали чашку. Так, теперь мы перекладываем тесто в чашку. Да. Так. Накрываем. И накрываем. Для того, чтобы тепло было и чтобы тесто подымалось. Этого маленького кусочка теста хватит на сколько пирогов? На 3 пирога. То есть пока у нас поднимается тесто, уже будет готов наш сыр. Да. Вы делаете тесто на воде, да? Я делаю на воде. А на чем еще вообще можно делать кефир, сыворотка тоже двухдневная. А почему вы делаете именно на воде? Тут же дрожжи. Так. А дрожжи процесс дают быстрее и поднимается. Но вкуснее, конечно, на кислом молоке. Так, нужно хорошо мешать. Хорошо. Вот видите, она... Если честно, я думала, что приготовление сыра – это очень долгий процесс, и я не думала, что закваска так быстро работает. Да. Расскажите про закваску. Из чего она делается? Закваска делается из бычьего желудка. Так, а разве везде делают из бычьего желудка? Знаете, сейчас не везде делают. Это только в Новостиновке, в Черноярске делают. Еще одна особенность у вас выявлена. Да. Так. Желудок берут вот этот, промывают желудок, это, промывают, прочищают хорошо. Потом его засаливают. Постоит несколько дней, потом его вывешивают, чтобы оно высохло. И вот с этого сыр сделаем и сывороткой заливаем. Так, у меня получается? Получается, очень. Уже хватит. Все, хватит да, вот так. Давайте мы его тогда отставим и вернемся к нашему тесту, посмотрим, в каком состоянии оно поднялось уже или нет. Давайте. О, как хорошо поднялось уже. Так. 3 пирога точно будет. Так, я, значит, беру. Да, вот так отрываю. Так. Все. И теперь я его начинаю месить. Да, как в первый раз. Да, как в первый раз. Только вот как шариком сделаешь. Как мне понять, что я уже намесила? Никак, да? Мне не понять этого. Все. Шариком сделай. Так, шариком делаю. У меня был шарик, и переверни вот сейчас. Вот так. Вот так. Все. Получилось? Да, получилось. Так. И вот теперь немножко подойдет, и потом раскатаем. Мы его оставляем пока. Оставляем, да. Так. Давай сыр делаем, эти уже не трогаем. Так, что дальше? Вы мне дали кружку, а что делать не объяснили. Так. Вот туда ныряем и вытаскиваем уже наш сыр. О, все. Сколько в среднем уходит на приготовление одного сыра? Знаете, часа 2-3 точно. Да? Никогда в жизни этого не делала. Коровы у вас свои? Да. Какой сыр получился. Сейчас мы должны оставить сыр насколько, чтобы он был готов? Стечь он должен, да? Вообще. А мы можем из него сразу готовить пирог? Нет. Ага. С него сразу нельзя, он должен сутки постоять. Ага, то есть сейчас у вас уже есть заготовка, да? Да, у нас есть заготовка, у нас есть другой сыр. Мы можем это отставить и ждать,
увидеть, как оно будет, какой Мой сыр. сыр отставим, да? Да, ваш сыр отставим, начнем, который был С наш. тяжестью в сердце я его отставляю. Всё, Так, вот, и беру вот. уже готовый. Готовый разделенный на 3 части. на 3 части. Да. Ну вот. Сыр готов, Сыр тесто готово, готов. мы можем приступать Приступить. наконец-то к Делаем приготовлению. пышечку. Так, вот так, рукой. Да. Вот так вот, и хорошо, еще это. Насколько тонкая Теперь, она знаете, может быть. давайте перевернем на другую Давайте. сторону. Вот так вот. И все. еще разминаем. Хорошо. Теперь мы берем вот этот шарик сыра. Так. Все. Теперь мы собираем. Покажите как. Вот так вот я собираю. Вот так вот. Видите? Ну, тут, видите, чуть-чуть лишнее. И мы ее вот так срезаем. Все. Ну, тоже чуть-чуть постоит, минут 5. И все. И также кругленький раскатываем и идем жарим. Так, скажите мне, когда остановиться. Лучше вот с середины. Вот так, вот так. Чтобы середина Да, расходилась. Да. Раз меня заставили, по-моему, делать, значит, делайте, по-моему. Но это хотя бы не говорите в камеру. А Так. уберете. А края я могу уже тоже придавливать? Да, вот сейчас вот здесь, вот где уже жирней, там края подтетывать. Вот молодец. Ой, спасибо. Так, теперь мы его перевернем. Аккуратненько, вот так хорошо поддерживать. Вот Так, так, вот. вот так. Вот. И также И продавать. опять-таки О, от середины разминаем края. да. На всю сковородку, что. О, еще. В чем особенность пирога, который мы сегодня делаем? Вы его делаете не в духовке, да? Нет, мы печем наверху. Шойфухта так делают, правильно? Да, как шойнфунхта, правильно. Теперь мы его также аккуратно берем и несем А горячей Ага. сковородке. Сковорода у нас уже на плите, На плите. готова. Вот так хорошо, ровно, чтобы Так, оно не вот разето. так. Вот так все. И быстренько вперед. Несем, И в сковородке выравниваем. разминаем. Да. О, молодец. А Всё. в середине дырочку надо делать? Нет, мы ж переворачивать будем. Ага. Ну что, мой сыр уже почти готов. Почти Остается готов. его Только перевернуть. Да. Не бойся, все нормально. Так. Во, вот не туда, А, сюда, сюда. да, чтобы красивая была Красивый. формочка. Вот и все. Вот наш сыр. Какой красивый. Теперь ее посыпать солью. Так. Все, и сыр готовый. Это малосольный. Это пока малосольное. Потом опять нужно будет перевернуть с другой стороны. Посолить. Посолить. Так, сейчас ответственный момент. Поворот. Ну что, все оказалось не так страшно, как казалось на первый взгляд. Мне осталось только помазать пирог сверху маслом, достать его, перевернуть и помазать другую сторону. Все, пирог готов. Пирог получился очень румяным. Запах просто великолепный. Я каждому советую обязательно попробовать таким способом приготовить пирог, потому что это просто, быстро и удобно. Ай, горячо. Ну что, спасибо вам большое за то, что поделились своими секретами, помогли мне приготовить пироги. А мы желаем вам успехов, благополучия в Спасибо. семье и чтобы все у вас в жизни было прекрасно. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Ну а нас уже ждут, время угощать пирогами. Sağ olun tabi olsun. Çüstü ola bağır ben buradan. Ya çüstü olacak. Zabak nefgun kudva. Bakına mutlu savrattet. Если вы были в Северной Осетии и не попробовали осетинский пирог, считайте, что ваш визит в этот гостеприимный край прошел зря. Приезжайте, и вы не пожалеете. Ну что, я положила первый рецепт в свою шкатулку. Впереди меня еще ждет 7 районов и 7 уникальных рецептов. И я соберу все 8 кусочков идеального осетинского пирога.